На календаре 17 января и уже с завтрашнего дня в Якутии начнутся крещенские купания. Когда, где можно будет купаться на крещении и, самое главное, какие правила безопасности поведения на воде, об этом мы поговорим с временно исполняющим обязанности главного государственного инспектора по маломерным судам в Республике Саха-Якутия Майей Гавриловной Жирковой. Доброе утро. Доброе утро, Майя. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, в какие дни вот завтрашнего дня, по какое число будет проходить вот крещенские купания? Обрядовые мероприятия у нас на территории обычно проходят с 18 по 20 января. И сейчас идут подготовительные работы, проведены заседания КЧС во всех муниципальных районах и городских округов, приняты соответствующие директивы по проведению, по подготовке крещенских купаний. Сколько вообще подготовлено купелей для вот обрядового купания? В этом году 42 места в 24 муниципальных районах и 2 городских округов. И Количество оно почти остается неизменным уже несколько лет, по-моему, подряд. В прошлом году было чуть меньше. Чуть-чуть меняется. меняется. Все-таки основные правила безопасности при погружении в купель и при подготовке к ней. Таких строгих правил нету, но мы все равно рекомендуем следующие правила. Это надо окунаться именно в специально отведенных, оборудованных местах, чтобы там обеспечивали безопасность. Да? Следить строго за детьми, как вперед погружение в воду, как и нахождение у прорубей. Не подъезжать на машине близко к прорубям, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не загрязнять, не засорять купель. А также обязательное условие – это надо посетить врача, чтобы посмотрел ваше здоровье, подходите, убедиться, потому что в 2013 году в городе Мирном был несчастный случай, именно связанный вот с проблемами сердца. Вот я частенько посещаю купели и всегда вижу, что там и дежурят и водолазы, и спасатели. В чем их основная в данном случае функция и как они будут? В этом году у нас запланировано свыше 600 человек личного состава и 150 единиц техники. Туда будут входить сотрудники МЧС, МВД, казачество, органы местного самоуправления, медицинские, противопожарные службы. Они будут следить за порядком и непосредственно в проруби, чтобы было безопасное окунание. Вот некоторые по фотографиям, вижу, приходят с детьми. Вы бы что посоветовали в данном случае? С детьми, как я уже выше сказала, надо строго следить. Окунание без сопровождения взрослых или спасателей не допускается. Скажите, пожалуйста, Майя, а вот какая температура воды в эти дни будет? Обычно +4 бывает. А воздух, вот там уже обычно строят ведь палатки? Там, палатки крытые делают обязательно. И там воздух нагревается, там сколько температура составляет? До 20, да? Может быть? До 15 и до 20 может быть. Какую-то динамику вы наблюдали, вот с каждым годом число купающихся увеличивается или наоборот уменьшается, или какое-то стабильное число? В этом году мы ожидаем ориентировочно около 38 тысяч человек, но по сравнению с прошлыми годами, например, в 2016-2017 году было желающих окунуться 55 тысяч человек. Спасибо вам большое за столь полезные советы. Надеюсь, что купания пройдут без приключений.